Начался учебный год, а с ним и родительские собрания. Главный вопрос – сколько сдавать на нужды школы или детского сада. И родители по-прежнему платят за оргтехнику, ремонт и даже туалетную бумагу. Законны ли подобные сборы? В этом разбиралась Ольга Башук. Ольга, тебе слово. Здравствуй, Юлия. Начнем, пожалуй, со статистики. ОНФ и Фонд национальные ресурсы образования провели опрос. Сколько стоит бесплатное образование? Участие в нем приняли более 1500 человек из 84 регионов страны. Согласно результатам исследования, в прошлом учебном году с родителей собирали в среднем 4425 рублей в год. Отмечу, что в эту сумму не входит покупка учебников, рабочих тетрадей и оплата питания в столовой. Так на что же уходят эти деньги? Чаще всего родителям приходится платить за ремонт школы или садика. Согласно опросу, за счет родителей образовательные учреждения приобретают мебель и шторы, моющие и чистящие средства, бутилированную воду и туалетную бумагу. А также родители оплачивают услуги охраны и даже труд уборщиц и подсобных рабочих. Отмечу, что больше всего обращений с жалобами на родительские поборы поступает из Краснодарского края, Челябинской области, Башкортостана, Крыма, а также из Московской, Воронежской, Тульской и Омской областей. А что думают об этом жители нашей республики? Каждый божий день. Каждый божий день. Было такое в школе. На ремонт класса. Да, сталкивались. Это совершенно не нравится родителям. Как это? Получается, школа сейчас обеспечивает полностью детей по документам и по всем остальном, но ремонт до сих пор за свой счет делают родители. В кабинетах вешаются шторы, красится, все это, стелится линолеум. Нет, поборов не было. Нормально собирает. Это все для детей, наверное. Не помню, давно было. В школах я слышал, да, собирают деньги. Когда я учился, собирали деньги пару раз там на ремонт. Сейчас сестра училась, не было, и нет больше пока. В данный момент поборы прекратились, они теперь делают так называемые ярмарки, чтобы, на нужды класса собирают, родители также покупают продукты, все готовят, и дети потом продают. И эти деньги идут на нужды класса, поэтому, я так думаю, поборы вроде бы прекратились. И вот теперь, по-моему, уже второй год такой же в детских садах начали делать. А если родитель не участвует в ярмарке в школе, он должен нести 500 рублей. Нет, у нас детский сад «Солнышко» хороший, поэтому лишнего не берут. То, что на родительский комитет у нас посчитает нужным, советуется с родителями, и все в добровольном порядке. И у меня сын уже не ходит в школу. Но раньше, да, каждое родительское собрание мы деньги ложили на ремонт класса. Поборы, если госучреждение, то должно быть никаких поборов. Потому что бюджетом предусмотрено должно быть. Правильно? Но если частное, то уже это черт его знает, как там у них внутри. Действия руководства учебного заведения регламентирует федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Согласно документу, на ремонтные работы, на содержание спортивных и игровых зон при учебных и дошкольных учреждениях, а также на благоустройство прилегающей территории средства обязаны выделять местные власти. То есть родители не должны платить за ремонт класса или группы в детском саду и за покупку деревьев для высадки. Кроме этого, в школах не могут требовать от родителей деньги на покупку учебников, приобретение мебели и инвентаря и заработную плату уборщиц или охранников. И в заключение расскажу, куда жаловаться, если в школе или детском саду, который посещает ваш ребенок, поборы – обычное дело. В первую очередь следует обратиться к руководству учебного учреждения с требованием разъяснить, на основании чего происходит сбор средств, и желательно попросить письменный ответ. Если директор проигнорировал ваш запрос и поборы по-прежнему остались, необходимо обратиться в одно из следующих ведомств – прокуратуру, муниципальный комитет образования, администрацию, полицию или Министерство образования. В некоторых случаях родители опасаются, что после оформления жалобы может пострадать их ребенок. В такой ситуации в заявлении следует указать требования о неразглашении данных. Отмечу, что законодательством для сотрудников образовательных учреждений за подобные сборы предусмотрены следующие санкции. Ограничение свободы либо принудительные работы сроком до 4 лет, арест на полгода или денежное взыскание, максимальная сумма которого 80 тысяч рублей.
Представители власти неоднократно заявляли о том, что родителям не следует закрывать глаза на поборы. Нужно помнить о праве каждого ребенка на бесплатное образование и заявлять о нарушениях, чтобы в будущем исключить такой прецедент. Юлия, на этом у меня пока вся информация. Передаю тебе слово. Спасибо, Ольга.